Кто во всем виноват? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что так хорошо скрывают от таджиков. Подписывайтесь на наши обновления, точно будете в курсе всего самого интересного. Агентство по государственным материальным резервам при правительстве Таджикистана освобождено от пошлин, налогов и акцизов на ввоз 10 наименований товаров из-за рубежа. Об этом вышло постановление правительства, копия которого 25 февраля попала в распоряжение местных СМИ. В согласие парламента внесены соответствующие изменения в закон о бюджете страны на 2022 год. В соответствии с внесенными поправками агентство по госматериальным резервам получило право на ввоз из-за рубежа без уплаты таможенных пошлин, налогов и акцизов следующего объема продуктов и товаров: 10 тысяч тонн пшеницы, 40 тысяч тонн сахара, 20 тысяч тонн муки, 5 тысяч тонн растительного масла, 5 тысяч тонн мяса, 30 тысяч тонн дизельного топлива, 30 тысяч тонн бензина, 20 тысяч тонн карбамида и 5 тысяч тонн селитры. Власти говорят, что агентству были даны такие огромные льготы для поддержания стабильности цен на предметы первой необходимости на внутреннем рынке. Но это уже второй раз, когда правительство страны предоставляет агентству такую привилегию. В то же время за последний год цены на рынках Таджикистана заметно выросли, что вызывает беспокойство у жителей. Неизвестно, в какой степени льготы, предоставленные сейчас государственному органу, повлияют на снижение цен на продукты или удержат их хотя бы на сегодняшнем уровне. А как вы считаете, сильно ли выросли цены или еще терпимо? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В прошлом году такие щедрые льготы правительства агентству госматериальных резервов вызвали озадаченность у компаний-импортеров топлива. В 2021 году руководители 17 компаний-поставщиков нефтепродуктов Таджикистана в письме на имя президента Эмомали Рахмона попросили о таких же налоговых и таможенных льготах, какие были предоставлены годом ранее госпоставщику, агентству по государственным материальным резервам при правительстве страны. В противном случае члены Ассоциации поставщиков нефтепродуктов и сжиженного газа Таджикистана из-за разницы ценообразования не смогут быть конкурентоспособными и будут вынуждены покинуть рынок, отмечалось в письме группы компаний. Эти компании обеспечивают 80% топливного рынка Таджикистана. Однако правительство не предоставило льгот на этим компаниям, и цены на топливо, особенно на бензин, резко выросли, и потребители в Таджикистане даже не почувствовали вклад агентства, освобожденного от пошлин, для того, чтобы стоимость топлива осталась неизменной. Власти объяснили тогда рост цен подорожанием топлива на мировых рынках. Комментируя последнее решение, обозреватель по экономическим вопросам Нур Сафаров сказал, что с момента создания агентства ситуация с льготами повторяется из раза в раз. То количество товаров, которые агентство закупает или получает за счет госбюджета или за счет иностранной гуманитарной помощи, практически не влияет ни на внутреннюю ценовую политику, ни на рынок, где другие поставщики поставляют эти же товары, но уже на конкурентной основе, говорит Нур Сафаров. И именно поэтому, говорит эксперт, многие продукты агентства распределяются среди государственных структур в качестве дополнительной помощи. И у них также есть точки сбыта на рынках, но это небольшой объем продукции, которая в основном распределяется внутри государственной системы, сказал он. Обозреватели говорят, что практическая польза от работы этого агентства для покупателей в Таджикистане незначительная. Например, в 2018 году, когда цена на муку на рынках страны резко выросла на 15% и ударила по карману многих семей, агентство сообщило об интервенциях на рынок. Оно заявило, что поставляемый ими 50-килограммовый мешок муки будет стоить на 15 самани меньше рыночной цены, но и эта льгота была ограничена. В одни руки можно было продать не более 2 мешков муки. Жители говорят, что такие льготы являются разовыми и не могут продержаться долго. Ежемесячная потребность Таджикистана в пшенице составляет 600 тысяч тонн, в муке 200 тысяч тонн. Большая часть этой продукции импортируется в основном из Казахстана. Согласно официальной статистике, в 2021 году цена на муку первого сорта в Таджикистане выросла в среднем на 8%. Однако резкий рост цен на пшеницу до 24% в сентябре 2021 года, вызванный ростом цен у ее основного производителя Казахстана, всерьез обеспокоил многих жителей страны. Власти объяснили это почти двукратным ростом цен на топливо. А как вы относитесь к ценовой политике в Таджикистане и как ее пытаются регулировать? И довольны ли вы ценами? Ну и зарплатами, соответственно. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.